Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Ольга Мартьянова. Здравствуйте. На календаре пятница, 1 декабря. Сегодня состоится долгожданное событие – День Чувашской Республики на ВДНХ. Регион продемонстрирует перспективы развития туризма, природоохранные и культурные проекты. Программа ожидается насыщенная. Откроется День Чувашии вручением награды за победу в конкурсе «Российское дерево года-2023». А самым ярким событием станет настоящая чувашская свадьба. Церемония бракосочетания пройдет по старинному национальному обряду. Посетителей выставки также научат готовить чувашские блюда. Кроме того, гостей стенда ждет розыгрыш путевок в Чувашию и еще один сюрприз. Будет представлена 3D-голограмма начдива Василия Чапаева. Обо всем этом расскажем в наших следующих информационных выпусках. В Государственной Думе рассказали о законах, которые вступают в силу с начала декабря. Вот некоторые из них. Меняются правила авторизации на российских сайтах. Теперь она будет возможна только с помощью отечественных сервисов, например, госуслуги или местного номера телефона. Это решение позволит дополнительно защитить персональные данные граждан. Также с декабря вступает в силу закон, согласно которому внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений будет рассматривать финансовый уполномоченный. Еще один новый закон. Вводится единый перечень оснований для признания недействительным заграничного паспорта. Среди таких причин утрата документа, изменение персональных данных, прекращение гражданства России, смерть владельца или истечение срока действия паспорта. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Он проводится, чтобы рассказать о заболевании и его последствиях, а также продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению инфекции. В рамках Дня борьбы со СПИДом в Чувашии проходит тематическая неделя. На базе медицинского факультета ЧГУ состоится конференция по вопросам ВИЧ-инфекции. Также жители и гости столицы могут анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Пройти обследование можно бесплатно в центре СПИД на проспекте Ленина или в любом госучреждении здравоохранения, где есть процедурный кабинет для забора крови. Выставка картин Исаака Левитана из Третьяковской галереи завершает свою работу в Чувашии. Полюбоваться шедеврами великого художника еще можно успеть до 3 декабря в Чувашском художественном музее. На выставке представлены 3 картины выдающегося мастера, которые отображают всю мощь и красоту Великой Волги. Их увидели уже порядка 10 тысяч человек, почти половина – обладателей пушкинских карт. Выставочный проект был запущен благодаря поддержке главы Чувашии. На эти цели было выделено более 4 миллионов рублей. Также к выставке приурочили 2 республиканских конкурса – конкурс рисунков «Вдохновленные Левитаном» и сочинение эссе «3 шедевра Левитана в Чувашии». Итоги были подведены во время торжественной церемонии закрытия выставки, а победителям вручены памятные призы и подарки. Всех приглашаю, это очень важно, пока сегодня картины здесь, получить эту возможность соприкоснуться и выйти с посещением музея, с наполнением истории нашего города, истории мировых шедевров и масштабом нашей великой любимой Волги. Сегодня первый календарный день зимы, а до одного из самых любимых праздников остается всего месяц. Самое время задуматься о новогодних подарках. Ярких вам идей и отличного настроения. Оставайтесь на телеканале «Россия».